Поистине уникальная набережная абхазской столицы, излюбленное место и местных жителей и гостей солнечной Абхазии, будет реконструировано усилиями и средствами нескольких дружественных республик Российской Федерации и крупных предпринимателей. Начало работ было положено еще осенью, в первых числах октября. Деталями о ходе подготовительных работ реконструкции с нами поделился заместитель главы администрации Сухума Константин Тарба. Данная набережная делится на 4 участка. Это историческая ее часть, вот от кафе «Пингвин» до ресторана «Дэм». Как известно, это историческая часть, она называется набережная Махаджиров. Тут будет и производиться именно реставрация набережной. Это восстановление всех ее исторических форм, частей в первоначальном виде. Далее вот участок от Дэма до Маякского поворота делится на 3 участка, в которых будет полная реконструкция уже части набережной. Данный участок делится на 3 маленьких участка, которые вот будут реставрировать Республика Башкортостан, до Москвы или аэропорт имени Владислава Григорьевича Ардземба. И далее будет Республика Татарстан. На данном этапе начались подготовительные работы. Каждый участник этого проекта огораживает территорию, подготавливает строительную площадку. На данном этапе также уже произошел выбор материала, выбор подрядчиков по реставрации исторической части. Было несколько участков, если вы дальше пройти, можно наблюдать. Каждый из этих участков, какой-то участок пескоструили специальным оборудованием, какой-то из участков шлифовали, какой-то просто обкладывали камнем. При реконструкции одной из визитных карточек столицы особое внимание уделяется восстановлению исторических архитектурных элементов, кропотливо воссозданных из архивов, правильному размещению объектов сервисной инфраструктуры, разработке дизайн-кода для всех новых элементов на променаде и размещению спортивных, детских и событийных площадок, а также зон отдыха. Предполагается реставрация парапетов и столбов освещения набережной и замена тротуарной плитки. По словам Константина Тарба, все этапы проекта и концепции разрабатывались с местными архитекторами и градостроительным советом города. Конечно, работа производилась постоянно, у нас были постоянные совещания вживую, ВКС проводились с отделом историко-культурного наследия, с сотрудниками этого отдела. На градсовете нашем при администрации города много раз обсуждались эти вопросы. На градсовет приглашались уважаемые люди, художники, архитекторы. То есть решение не было принято так в одностороннем каком-то порядке. Мы старались учесть мнение всех слоев, всех уважаемых людей. Значит, в исторической части максимально все будет приближено к первоначальному виду, когда вот набережная создавалась, к такому варианту. Да и дальше она будет в тех же параметрах, просто будут заменены некоторые элементы на более новые. Это уже известняк будет заменен на гранит светлый такой, красивый. Будут, конечно, установлены новые лавочки, новые детские игровые зоны. Танцплощадка будет у нас смонтирована, лекторий, много зон отдыха. Местные жители и сами имели возможность проголосовать за понравившуюся им наиболее близкую духу Сухума концепцию реконструкции набережной. Благодаря размещенному на баннерах QR-коду каждый желающий мог ознакомиться с финальными концепциями и принять непосредственное участие в голосовании. На сегодняшний день, когда решение по проекту и концепции уже принято, часть подготовительных работ взяла на себя и администрация столицы. Администрация города, значит, управление городским хозяйством подписала договор технического надзора с регионами. Также она корректирует проектно-сметную документацию, больше, наверное, проектную документацию. Также администрация города вот в исторической части, чтобы не нагружать предпринимателей, которые будут производить реставрацию набережной, производит работы по укреплению части подпорной стены. Это будет, где производятся работы уже на данном этапе, подходят к окончанию за счет бюджета города.
Работа делилась на несколько этапов. Мы демонтировали много торговых павильонов, киосков. Сейчас вот происходит подготовка строительной площадки. Сейчас начнется. Вот мы, кстати, на той части набережной, где была уложена тротуарная плитка, бетонная брусчатка, мы ее вот раздали жителям, каждому по кусочку, кто там приходит, снимает человек бесплатно, забирает к себе домой. Будем стараться выдержать сроки, обозначенные изначально в проекте. Это начало курортного сезона следующего. И регионы, и российские наши коллеги, с которыми мы сотрудничаем, они делают все возможное для того, чтобы успеть в эти сроки. Отдельная и важная часть концепции реконструкции Сухумской набережной – озеленение. Постоянно действующая профильная комиссия при администрации Сухума принимала непосредственное участие в оценке и рассмотрении концепции. По словам заведующего лабораторией энтомологии Института экологии Академии наук Михаила Кирия, будучи консультативным органом, комиссия детально изучила концепцию реконструкции, соответствующую территорию и внесла актуальные экспертные предложения. Наша работа как раз заключалась в оценке правомерности удаления определенного количества деревьев. Да. После предложений подрядчика мы вышли на место, обследовали набережную и корректировали те списки, которые попадали под удаление. Если некоторые объекты в процессе реконструкции вписывались в определенную часть набережной, но при этом необходимо было удалять деревья в большом количестве, мы предлагали переместить эти конструкции, чтобы минимизировать те потери, которые сулит нам такая реконструкция. Да? И в части вопросов, например, новых посадок, опять-таки список вот этих растений, которые планируется высадить, в каком количестве, какой породный состав. И вот здесь как раз-таки то поле, где наша комиссия могла предлагать свое видение, свои решения. И как бы эти изменения, надеюсь, они будут воплощены все в процессе реконструкции. При разработке предложений от профильной комиссии, как отмечает Михаил Кирия, учитывалось множество важных факторов. Хочется ожидать, конечно же, что новые посадки будут учитывать разные аспекты в части, например, устойчивости растений к нашему климату, устойчивости растений к вредителям и болезням, которые здесь уже присутствуют. Надо четко понимать, что те проблемы с озеленением, которые уже у нас есть, ни в коем случае их нельзя усугублять новыми высадками. Это должны быть деревья малоуходные, устойчивые к болезням и вредителям. Если эти растения несут в себе риск проникновения новых вредителей, то необходимо проводить работы по обработке этих деревьев специальными препаратами. То есть все эти рекомендации, конечно же, я надеюсь, что они будут учтены. И, конечно же, упор должен быть сделан на многолетние кустарники и деревья. Это в конечном счете должно нести в себе вот такую устойчивую форму озеленения. От детских площадок до спортивных зон и лектория реконструкция набережной Диоскуров продлится ориентировочно до начала следующего курортного сезона. Рада Чачава, Арестит Каракасиди, Торник Амичба, Абаза ТВ.